Наш эфир начнет брифинг о работе филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в Якутии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Предлагаем послушать. Из ключевых направлений работы филиала Фонда «Защитник Отечества» – это медицинское сопровождение ветеранов специальной военной операции. На сегодняшний день по всей республике уже 1211 ветеранов прошли расширенную диспансеризацию. Важно отметить, что диспансеризация – это не просто медицинский осмотр, а по ее результатам специалисты оценивают состояние здоровья ветерана и при необходимости определяют дальнейший маршрут, дополнительное обследование, лечение или медицинскую реабилитацию. А с 20 июля в Якутске на базе Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики начал работу единый центр расширенной диспансеризации для ветеранов СФО. Здесь ветеран может пройти комплексное обследование в одном месте, получить консультации специалистов, пройти необходимые лабораторные и инструментальные исследования. Особенность центра в том, что он работает именно для ветеранов СФО. Это позволяет учитывать особенности их здоровья и обеспечить индивидуальный подход. Наша задача как фонда – быть связующим звеном между ветераном, медицинскими организациями и довести медицинский вопрос до результата. Если требуется дальнейшее лечение или реабилитация, мы совместно с учреждениями здравоохранения помогаем организовать необходимую медицинскую помощь. Поэтому важно не откладывать прохождение диспансеризации. Даже если сегодня ничего не беспокоит, обследование позволяет своевременно выявить возможные проблемы со здоровьем. Фонд продолжает совместную работу с медицинскими организациями республики, чтобы медицинская помощь для ветеранов была доступной, своевременной и, самое главное, доводилась до конкретного результата. Далее в эфире «Итоги дня» расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. В студии Дарья Краленкова. Добрый вечер. В начале коротко о темах. Глава Кабмина Михаил Мишустин подвел итоги своей рабочей поездки в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа. Узнаем о решениях. Суточный лимит отпуска 92-го бензина по Южной Якутии в Алданском и Нерюнгринском районах увеличен еще на 5 тонн до 25 тонн в сутки. Инспекторы ГИМС продолжают профилактические рейды и патрулирование водных объектов на всей территории Якутии. В Якутске начинает работу специальный штаб по трудоустройству педагогов. Специалисты помогают соискателям найти работу в школах республики. Вокалисты из Нерюнгри приняли участие в ежегодном музыкальном фестивале «Новые огни» на Байкале. Это событие стало настоящим творческой лабораторией. Глава Кабмина Михаил Мишустин подвел сегодня итоги своей рабочей поездки в Дальневосточные и Сибирские федеральные округа. Премьер-министр отметил, что квартал труда в Якутске способствует решению задачи, поставленной президентом по увеличению вклада в валовый внутренний продукт. Благодаря запущенной федеральной программе «Приоритет-2030» Арктический государственный университет искусств, культуры и креативных индустрий обеспечивает качественную подготовку востребованных для креативного сектора кадров с компетенциями на стыке науки, творчества и технологий, при этом помогая сохранить самобытные традиции народов Крайнего Севера. По мнению Михаила Мишустина, в Якутии большое внимание уделяется и внедрению цифровых технологий, в том числе на основе искусственного интеллекта. Он поручил Кабмину проработать с регионом вопрос создания собственного центра обработки данных. Кроме того, председатель правительства особое внимание уделил ключевым объектам здравоохранения в республике. Так, в рамках мастер-плана из федерального бюджета уже выделено 3 миллиарда рублей на обновление Нерюнгринской центральной районной больницы. По решению правительства на 2027 год будет предусмотрено дополнительное финансирование объекта в размере до 350 миллионов рублей. В Якутске на примере кластера «Квартал труда» мы посмотрели, как развиваются творческие индустрии. Президент поручил увеличить их вклад в валовой внутренний продукт, и кластер как раз способствует решению этой задачи. Среди его участников Арктический государственный университет искусств, культуры и креативных индустрий. Он благодаря запущенной федеральной программе «Приоритет-2030» сегодня обеспечивает качественную подготовку востребованного для этого сектора кадров с компетенциями на стыке науки, творчества, технологий. При этом помогая сохранить самобытные традиции народов Крайнего Севера. Мы ознакомились и с проектами Якутского архитектурного бюро, которое также является участником кластера. Талантливая команда молодых ребят, которые
преображают облик городов не только в своем субъекте, но и за его пределами. В Якутии большое внимание уделяется внедрению цифровых технологий, в том числе на основе искусственного интеллекта. Посмотрели платформы для оптимизации работы библиотек, для развития подобных сервисов, появления новых в республике. Конечно, необходимы дополнительные вычислительные мощности. Здесь важно очень проработать с регионом создание собственного центра обработки данных. Дмитрий Юрьевич, посмотрите, пожалуйста, что можно сделать, чтобы помочь. Суточный лимит отпуска 92-го бензина по Южной Якутии в Алданском и Нерюнгринском районах увеличен еще на 5 тонн. До 25 тонн в сутки, рост на 25%. По Нижнему Бестяху ограничения по дизельному топливу полностью сняты. Напомним, ранее в связи с дефицитом топлива в ряде районов республики были введены временные ограничения на отпуск нефтепродуктов. Ситуация постепенно стабилизируется по линии наращивания поставок. При этом сохраняется ограничение по объему одной заправки от 50 до 200 тонн в бак автотранспортного средства. Отпуск в тары и канистры запрещено. Данная норма действует в целях равномерного распределения ресурса. Указанные решения действуют с сегодняшнего дня. При участии Фонда развития территорий в России модернизировано более 4000 объектов ЖКХ и обновлено свыше 7000 километров инженерных сетей. Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, значительная часть работ коснулась воссоединенных регионов, где с 2022 года восстановлено 800 объектов и 830 километров сетей. Модернизация проводится с использованием механизмов льготных займов и инфраструктурных кредитов. Кроме того, фонд выступает управляющей компанией «Свободная экономическая зона» в исторических регионах, обеспечивая инвесторам преференции для реализации проектов в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Инспекторы ГИМС продолжают профилактические рейды и патрулирование водных объектов на всей территории Якутии. Проверки проходят на популярных водных маршрутах и в местах массового отдыха жителей. На одном из таких рейдов побывал и мой коллега Петр Васильев. Особое внимание уделяется сразу нескольким ключевым аспектам. Инспекторы тщательно проверяют наличие и действительность судовых документов, а также укомплектованность плавсредств спасательными жилетами, аварийным и противопожарным инвентарем. Внимание у нас делается при патрулированиях это на профилактических мероприятиях, то есть мы объясняем судоводителям, что как правильно себя безопасно вести на водных объектах, чтобы пассажиры одевались все в спасательные жилеты, чтобы судоводители проводили с ними инструктаж по технике безопасности. Также обращаем внимание на документы судоводителям, чтобы они были в исправном положении. Помимо технического состояния проверяется и состояние самого судоводителя. Выявление признаков алкогольного опьянения является одним из приоритетов рейдов. Государственный инспектор по маломерным судам Тордосова Дарья Павловна. Проверка документов, судовой билет и удостоверение ваше. Даже в будние дни в акватории реки можно увидеть немало лодок и катеров, а в выходные их количество возрастает в разы. Многие судоводители уже знают инспекторов в лицо, а потому готовы к любым проверкам. Все необходимые документы у них всегда с собой. Они считают такой контроль необходимой мерой. Ну, самое основное. Пьяными за рулем не ездить, всегда быть в спасательных жилетах, судно не перегружать. Мы не нарушаем. Ну, хорошо. К слову, к самым частым нарушениям инспекторы относят именно отсутствие тех или иных документов, а также превышение установленной скорости. На нерадивых судоводителей накладываются штрафы от 300 рублей до 20 тысяч. Конечно, грубые нарушения, когда допустим, человек едет без удостоверения на право управления маломерным судном. То есть у него вообще оно отсутствует. В априори он не выучился, не получил это удостоверение, не обрел какие-то навыки. Такие тоже нарушения очень часто встречаются. Рейдовые мероприятия сотрудники МЧС будут проводить до наступления первых холодов. А как только Лена покроется льдом, они вновь выйдут на патрулирование, но уже по береговой территории. Петр Васильев, Станислав Потапов, Якутск. Якутия занимает лидирующие позиции в ДФО по реализации программы «Дальневосточный гектар». С 2016 года в республике подано более 60 тысяч заявок, из которых около половины уже одобрены, а 3000 участков оформлены в собственность или долгосрочную аренду. По итогам прошлого года Якутия стала лидером на Дальнем Востоке, обеспечив более 27% всех заявлений в округе. Внутри региона по выдаче земель лидирует Мигино-Кангаласский район. В Хангаласском и Намском улусах значительно усовершенствование механизма предоставления участков. На осваиваемых землях активно строятся частные дома и создаются уникальные туристические объекты.
По освоению территории у нас очень много реализовавших свои проекты, ну, то есть такие как музей карася в Намском районе, Маттахаус в Горном районе, гостевые дома. А есть в Мирлинском районе школа английского языка, в Верхневилюйском стрелковый тир. Ну, вот такие интересные проекты реализуются в нашем республике. И в целом таких очень много. Но в целом, а также берут земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Ну, то есть порядка 7 тысяч земельных участков было под индивидуальное жилищное строительство и сельскохозяйственное использование. Ленский центр занятости трудоустроил более 100 человек с начала текущего года. Все подробности у наших коллег. Ленский центр занятости трудоустроил 103 человека с начала 2026 года. Уровень безработицы в районе удерживается на показателе 0,2%. По Якутии в целом он составляет 2,8%. В основе результата – работа специалистов. Они сопровождают соискателя на всех этапах – от подачи бумаг до подбора вакансий. Также центр получает заявки от работодателей напрямую, когда компаниям срочно нужен сотрудник. Это ускоряет трудоустройство. Служба занятости всячески поддерживает граждан, которые стремятся найти дело. На сегодняшний день меры включают организацию общественных работ, временную занятость школьников от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, трудоустройство испытывающих трудности в поисках работы, организация индивидуальной трудовой деятельности. Это основные меры, которые помогают человеку снизить социальную напряженность и быть на высоте на местном рынке труда. Также в центре работает психолог. Он помогает ленчанам, испытывающим трудности в поиске работы. Задать вопросы и узнать подробности можно в Центре занятости населения. В Якутске начинает работу специальный штаб по трудоустройству педагогов. Специалисты помогают соискателям найти работу в школах республики, где сейчас открыто более 800 вакансий. Подробнее об этом расскажет Анастасия Пуляева. Учителя математики, физики, языков, литературы, географии и начальных классов. Именно их в первую очередь ждут школы по всей республике. За первый час работы штаб на Ленина 5 посетило 11 соискателей. На сегодняшний день было 11 человек. Так, в основном, опять же сказал, математика, там, русский язык, педагог-организатор. В основном ищут в Якутске и ближайшие районы наши. Помимо очных консультаций, отправить свое резюме и просмотреть вакансии можно онлайн через портал учительтут.рф, сайт Министерства образования и специальный чат-бот в мессенджере Макс. Специфика преподавания для каждого предмета своя и, как отмечают сами педагоги, самое главное – гореть своим делом и зажигать своих учеников. Как по мне, именно задача учителя музыки именно духовно возобновлять, именно учить детей. Сам я захотел стать учителем благодаря своим учителям музыки. Они меня вдохновили и показали, что даже маленький навык может развиться и, так сказать, принести пользу обществу. Взаимодействие с детьми, они очень интересные. То есть, когда чему-то новому их обучаешь, они дают отдачу, для них все новое вообще как бы открытие. Глаза, когда горят у детей, вот это вот все вдохновляет меня к работе. Главным событием кадровой кампании станет ярмарка вакансий. Пройдет она 20 августа на базе школы номер 5 с 11 до часу дня. В этом году формат обновился. В числе организаторов молодежный кадровый центр, который проведет мероприятие в формате кастинга. Ну и работа будет продолжаться. У нас также, все знаете, есть меры поддержки по земскому учителю, по программе «Учитель Арктики», по поддержке молодых педагогов. Все знаем, что особое внимание уделено президентом Российской Федерации. Недавно вышел соответствующий указ об особом статусе педагогов. Поэтому мы уверены, что все вакансии в скором времени закроются и престиж профессии учителя будет все расти. Штаб трудоустройства педагогов будет проводить ежедневные собеседования до 24 августа. В Министерстве образования уверены, что каждая школа найдет своего учителя. Анастасия Пуляева, Артумен Наговицын, Якутск. Минтруд России предложил сократить срок обработки заявлений при смене решения об использовании материнского капитала с 5 рабочих дней до 1. Соответствующий проект приказа уже вынесен на общественное обсуждение. Как пояснил глава ведомства Антон Котяков, нововведение позволит родителям быстрее перенаправлять средства сертификата на новые цели. Например, если ранее выбранный вариант формирования накопительной пенсии стал неактуален, процедура станет полностью цифровой. Подать заявление можно через госуслуги, а решение будет
будет выноситься в единой цифровой платформе и отображаться в личном кабинете пользователя в кратчайшие сроки. Говорят, журналистика – это первый черновик истории. А что, если эта история пишется в Якутии, где расстояние измеряется не километрами, а доверием? Кто сегодня держит диктофон и пишет те строки, которые завтра станут историей? На эти вопросы ответит моя коллега Надежда Саханская. Мы продолжаем рассказывать о 35-летии Якутского Саха-информационного агентства. И помимо новостей на сайте всегда можно встретить и лонгриды, так называемые большие материалы. Например, вот этот об экологии Якутии. Читать такие работы, безусловно, интересно. Но еще больше интерес вызывает то, какие люди стоят за авторством таких материалов. Так, например, Наре Пахомова, которая считает эту работу своим магнум-опус на сегодняшний день, работает в ЕСИА уже 3 года. А вот какие темы ей еще приходится освещать? Давайте разбираться. Проникаем в самое сердце редакции, застаем ее за творческим процессом. Сегодня на повестке сводка происшествий, блуждающий медведь в Сунтарском Улусе и бытовая разборка сожителей. Ее рабочий день редко укладывается в график. Утром планерка с редакцией, днем выезд на место, далее перепроверка источников, верстка и публикация материала. Однако она не считает это рутиной. Если вот, например, мне дают задание связаться с кем-то по какому-то ЧП, если что-то, например, в городе горит или прорвало, мы связываемся сразу со службами, которые координируют эти вопросы, узнаем официальную информацию и публикуем на сайте. За 3 года работы Наре прошла путь от стажера до корреспондента, а также обрела свой авторский стиль. На столе вечно ее спутники по службе. Смартфон, диктофон и, конечно, фотоаппарат. Где-то приходится делать снимки самостоятельно, но чаще всего работа идет в паре с фотографом. То есть она понимает, типа, что ей надо для поста, она может сказать, что ей надо. И мне как бы от этого легче. То есть мне не надо там просто ходить искать, она может сказать вот это, и все. Для опытных журналистов ЕСИА она своим делом доказывает, что многолетние стандарты, которые были заложены здесь еще с основания информагентства, не сданы, а бережно переданы в новые руки. У нас тут больше по-домашнему все. Ну, то есть и все друг друга любим, если все готовы друг другу помочь, там где-то прикрыть, где-то что-то рассказать, там поделиться контактом. А руководство, в свою очередь, видит в ней перспективного автора, поскольку ЕСИА давно себя зарекомендовала как кузницу кадров республиканской журналистики. Наре у нас берет всегда такие интересные, важные темы. То есть помимо того, что она очень быстро и хорошо пишет, что очень важно в нашей профессии, она может взять, допустим, историю, найти героя и погрузиться очень хорошо в эту историю, понять детали, заметить самые важные моменты и обязательно об этом рассказать нашим читателям. Работая в ЕСИА, мы освещаем все темы, все актуальные темы. Корреспонденты ходят на мероприятия, пишут свои авторские материалы. Ну, я работаю с настоящими профессионалами своего дела. Они могут писать на самые разные, сложные даже темы. Быстро работают, умеют и фотографировать, и снимать видео. И, конечно, в день 35-летия агентства Наре не будет сидеть просто так в редакции. Она снова куда-то отправится, добывать информацию для своего нового материала, например. Сегодня, когда ЕСИА превратилась из бумажных сводок в медиацентр, именно такие молодые журналисты и становятся мостом между эпохами. Надежда Саханская, Артумен Наговицын, Якутск. Журналисты из Нерюнгри приняли участие в ежегодном музыкальном фестивале «Новые огни» на Байкале. Это событие – настоящая творческая лаборатория, где юные таланты встречаются с признанными мастерами сцены. Подробнее в следующем сюжете. Солистки вокальной студии «Апельсин» под руководством Татьяны Усинок в очередной раз ярко заявили о себе на всероссийском уровне. Проект собрал более 700 молодых исполнителей, самых ярких представителей по своим федеральным округам, которые прошли отборочный тур в своих городах и собрались все вместе на Байкале. Наши девочки проходили отборочный тур в городе Благовещенск в марте месяце, участвовали в 3 номинациях, и в каждой номинации на отборочном туре заняли первые места, что дало им безоговорочное право выйти в финал конкурса. Арина Коваль и Алиса Залилова завоевали звание лауреатов 1 и 2 степени в разных номинациях финала 6-го сезона конкурса «Новые огни». Выступили очень достойно, результатами я очень довольна, но, к сожалению, гран-при нам не покорился, но это прекрасный повод еще раз поехать на Байкал,
попробовать свои силы. Программа фестиваля была по-настоящему насыщенной. Помимо конкурсных выступлений, участников ждал особенный формат – творческий опен-эйр на берегу Байкала с мастер-классом от председателя жюри Юлии Лебеды. Нирингринки вернулись домой не только с наградами, но и с багажом ярких эмоций, новых знакомств и бесценных знаний. Фестивальные дни. У нас проходил мастер-класс от жюри Юлии Лебеды на берегу Байкала на открытом воздухе. И с этого мастер-класса я узнала новые вокальные техники, что помогло мне успешно выступить на гранд-финале. Я выступила очень даже хорошо, жюри даже танцевали на своих местах и подпевали мне. Когда я услышала свое имя на награждении первых мест, я, честно, была в шоке. Это была такая радость для меня. Для юных артисток награды не просто строчки в портфолио, а новая ступень, открывающая перед ними широкие творческие горизонты. Финал всероссийского вокального конкурса «Новые огни» подарил мне незабываемые эмоции и массу новых побед. Кроме того, что сейчас летний месяц, я активно готовлюсь к следующему конкурсу «Родники. Дальний Восток». Я прошла финал в июле. В сентябре я поеду в Биробиджан, где буду соревноваться с детьми с Дальнего Востока. Новые успехи юных нирингринок – еще одно доказательство того, что талант, помноженный на труд и поддержку наставника, способен покорять самые высокие творческие вершины. Екатерина Павлова, Андрей Гаянов, Нирингри. Сборная Якутии триумфально выступила на чемпионате и первенстве ДФО по гонкам дронов в Белогорске, завоевав множество наград в личных и командных зачетах. Взрослая команда взяла золото в мужском и серебро в женском командных зачетах, а юниоры и юноши полностью заняли весь пьедестал в личных соревнованиях. Юниорки республики также показали отличные результаты, выиграв личное золото и заняв первые 2 ступени пьедестала в командном первенстве. Министр инноваций Якутии Петр Николаев подчеркнул, что гонки дронов развивают у молодежи навыки инженерного мышления и программирования, необходимые для будущего развития беспилотных систем в регионе. Представительница сборной Якутии Даяна Винокурова завоевала бронзовую медаль на международных соревнованиях по стрельбе из лука «Невские стрелы» в Санкт-Петербурге. В финале за 3-е место она обыграла Арину Ребрушкину со счетом 143-141. Решающими стали 2 последние серии, в которых Даяна показала максимальный результат, выбив по 30 очков из 30 возможных. В Ленском районе масштабно отпраздновали День физкультурника. На стадионе «Алмаз» прошли соревнования по различным видам спорта. И торжественная церемония открытия с участием официальных лиц. В рамках мероприятия состоялась церемония награждения. Все подробности у наших коллег. Несмотря на дождливую погоду, отметить День физкультурника собрались сотни ленчан. Праздник традиционно начался с церемонии чествования спортсменов, добившихся высоких результатов, мастеров спорта, тренеров и ветеранов спорта. Поздравили их и вручили заслуженные награды официальные лица. В нашем районе спорт доступен для всех. И мы очень гордимся, что мы единственный район в республике, где у нас бесплатные спортивные секции. И я считаю, что так и должно быть. Спорт должен доступен быть для каждого. И знаете, очень классная фраза написана на этом баннере «Спорт – норма жизни». И я желаю, чтобы для каждого это стало девизом. После торжественной части состоялся танцевальный флешмоб, а далее соревнования по 8 дисциплинам одновременно. Футбол среди детей, стритбол, борьба хапсагай, ОФП, масс-рестлинг, гиревой спорт, пляжный волейбол. Также прошла встреча сборной Ленского района против Интернационала. Сборная Ленского района на данный момент готовится к выезду. 1 сентября будет чемпионат республики по футболу 8 на 8. Все больше и больше занимаются детей и взрослых спортом. Сегодня наградили 5 человек за сдачу «Готов труду и обороне». Пришли их знаки с Министерства спорта. Моросящий дождь никак не повлиял на результаты и настроение спортсменов. Именно бежать большие дистанции, наверное, даже полегче, потому что нет этой жары, перегревания. Я думаю, что будет даже получше сегодня. Дистанции насколько бежали сегодня? 100 метров, а в конце соревнований будет 1000. Вот. Там вот постараюсь тоже не подкачать. У нас получается 100 метров, прыжки, подтягивания и 1000 метров бег. Надеюсь, попаду в призы, в тройку лидеров. В рамках Дня физкультурника спортивные мероприятия будут проходить в течение всей этой недели. Светлана Балеева, Ленск.
Таким увидели этот день наши корреспонденты. Но я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в дальнейших эфирах.